Здравствуйте, перед вами команда КВН Екатерина Борисовна. Не знаю, что подарят победителю, но, как мне кажется, мистеру нужно дать военный билет. Подожди, а почему? Ты видела, сколько времени они на все это потратили? После зимней сессии им по-любому понадобится военный билет. Кстати, друзья, а вы знаете, что я самый красивый в нашей команде? И если бы я участвовал в конкурсе, я бы выиграл. Это еще почему? Ну, во-первых, все меня сравнивают с Ален Делоном. Кто это так тебя сравнивал? А вот все подходят ко мне и говорят: ну ты, конечно, не Ален Делон. Вообще-то, самый красивый у нас в команде – это я. Ты что? Ты же толстый. Кто тебе это сказал? В смысле? Ну, я пока не планировал это рассказывать. Втайне хотел сохранить. Ребята, а вы знаете, что центр Улан-Удэ заполонили мыши? Руслан, успокойся, это просто ледовый городок к Новому году строят. Кстати, Руслана, а какую музыку вы слушаете? Любую. Я мыломанка. Мыломанка. В общем, манка. Ты хотела сказать меломанка? Нет, я вообще модного парня хочу. Ну так спой. Вот такой вот юмор. Погнали! Итак, случай в столовой. Здравствуйте, у вас есть макачино? Нет, есть компот. Хорошо, а капучино? Нет, компот есть. Ладно, а поесть? Ну, суп есть, такой сочный, наваристый, правда, из сухофруктов. Компот? Не, да. Дорогие друзья, давайте представим случай на тренинге у лайф-коуча. Здравствуйте, у меня 2 кредита. Я живу с родителями. Но спасибо, что пришли на мой тренинг. Как разбогатеть и быть счастливым за 5 простых шагов. А на Новый год может произойти любое чудо. Итак, представьте, самый невероятный таксист города Улан-Удэ. Алло, спасение! 113-й, в 7 вечера, за 200 рублей, конечно, поеду через элеватор. Дорогие друзья, а теперь социальная сценка. Представьте, ребенок поссорился со своим отчимом. А ты мне больше не Андрей. В детстве Даша, путешественница, помогала детям разобраться. А теперь представьте, она начала помогать и взрослым. Здравствуйте, дети! Давайте узнаем, почему мама злится на папу. Потому что кто-то 3-й месяц не может найти работу. Громче! Вот говорила мне мама за тебя замуж не идти. Еще громче! Ты всю жизнь мне испортил. Ну-ка. Это что, алкоголь, да? Давайте поможем маме найти папину бутылку. Может быть, она в холодильнике? Она в холодильнике, да? Или в сумке? Ну-ка, подожди. Все понятно. Ты наш брак разрушаешь. Дети, давайте скажем дружно: папа не
и человек на крыше. Парень, постой, одумайся! Мне незачем жить! От меня ушла моя жена! Почему? Я потратил все наши сбережения на черную пятницу! На технику? Нет, на корм для кота! А где ты работаешь? Я работаю в трамвайном депо! Мне обещали дать львенка, а дали леща! А я для львенка тоже корм купил! Подумай о своих детях, о родителях. О моих детях заботятся мои родители! О моих родителях заботятся мои дети! Я им не нужен! Я лишнее звено! Но у тебя же есть друзья. Мои друзья считают меня идиотом! Почему? Я смог поступить только в МГУ! Московский государственный, престижнейший вуз. Нет, Мухаршипильское градостроительное училище! Так ты архитектор, создаешь вечное и прекрасное. Ты видел Мухаршипиль? ЮНЕСКО специально от нас защищает все памятники архитектуры! Подожди, я помогу тебе. Дам работу, у тебя будет зарплата, появятся друзья. Правда, придется бить людей. Я стану росгвардейцем! Нет, охранником в абсолюте. А мне дадут форму? Конечно. А ключи от кассы? Не, ну ты тоже не наглей. Ну да. А в конце хотелось бы поздравить тех, кто победит, и как психологам утешить тех, кто проиграет. Девушки, которые проиграют, обращайтесь к нам, мужчины к Руслане. Екатерина Борисовна, спасибо!